Мир вам, дорогие братья и сестры! Я приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я благодарен Богу за этот новый день в нашей жизни. Я благодарен Богу за то, что Он дает еще возможность каждому человеку задуматься о жизни. Я благодарен Богу, что сегодня Бог дает возможность думать нам не только о временном, но чтобы каждый из нас больше задумался о вечном, больше задумался о том, что ждет нас впереди. И это не случайно. И пусть Бог сегодня благословит каждого из нас, чтобы каждый из нас правильно мог оценить то, что дано нам Богом. Сегодня воскресенье, сегодня тот день, когда каждый из нас готовился и собирался идти в Дом Божий. Но сегодня у нас нет этой возможности. Сегодня мы вынуждены находиться дома. Но мы должны и к этому правильно относиться. Я думаю, это тоже не случайно и не зря дано нам. И сегодня, вот пользуясь этой возможностью, я бы хотел напомнить всем нам, чтобы каждый из нас сегодня, находясь дома, задумался о своей домашней церкви. Задумался о том, насколько мы имеем общение со своими родными, близкими, насколько сегодня каждый из нас готов вот именно к такому повороту в нашей жизни. И вот сегодня для нашего общего размышления я бы хотел прочитать один стих из Священного Писания. И это о Иисусе Христе. Мы знаем, что каждое время, оно имеет свое значение. Вот время, когда Христос был на этой земле, оно, конечно же, имело особое значение. И оно особое значение имело не только для того поколения, не только для тех людей, которые жили в то время. Но вот это благословение, оно распространяется на все века. И сегодня, хотя мы живем вот спустя столько веков, вот то благословение, которое принес Иисус Христос на эту землю, оно имеет такую же силу и такое же значение. Потому что мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И поэтому, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы сегодня каждый из нас вспомнил, с чего начинался этот новый день в жизни каждого из нас. Вот момент, когда мы проснулись, когда мы открыли глаза, я бы хотел, чтобы сегодня каждый вспомнил, какие были наши первые слова, с каких слов начинался наш этот новый день. Ведь слова имеют огромное значение в нашей жизни. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Вот такое огромное значение имеют сегодня наши слова. И через наши слова мы можем получить и оправдание, и через наши же слова мы можем получить и осуждение. И вот стих, который я хочу прочитать, даже не полный стих, это Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих. И здесь мы читаем: «И удивлялись словам благодати, исходящим из уст Его». Народ, который находился вокруг Иисуса Христа, они удивлялись тем словам, которые исходили из уст Его. Конечно же, вот это преимущество людей того времени, когда они могли подойти к Иисусу Христу, они могли задать вопрос, они могли постоять рядом с Ним. Может быть, сегодня каждый бы из нас тоже хотел иметь такую возможность, чтобы вот так вживую подойти ко Христу
Христу, вживую задать вопрос, вживую слушать Его. Но слава Богу за то, что имеем сегодня мы. Мы сегодня имеем Слово Божье, мы сегодня можем вникать в это Слово. И вот здесь мы прочитали и удивлялись словам благодати, исходящим из уст Его. То есть вот это учение, которое исходило из уст Его, эти люди ничего ни до, ни после уже не видели и не слышали. И поэтому вот это Его учение, вот те чудеса, которые Он творил в свое время, ничего равного этому более не было на этой земле. И сегодня каждый из нас должен понимать и должен давать отчет за свои слова. И вот эти слова, которые мы прочитали в Евангелии от Матфея, какое значение имеют наши слова. И сегодня, конечно, перед нами стоит вопрос, а какое отношение у нас сегодня к тому, что мы говорим? Ведь очень часто, когда мы вот так проследим за собой, проанализируем свою жизнь, проанализируем то, что мы говорим, мы очень часто не бываем довольны от того, что говорим. И у меня возникает вопрос, если мы сами недовольны, то насколько довольны тогда люди, которые окружают нас? Насколько тогда доволен Бог от того, что мы говорим? Апостол Павел в свое время, когда писал в послании к Ефесянам, в 4 главе, он в 29 стихе пишет такие слова. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Я думаю, эти слова, они заслуживают нашего внимания. И если апостол Павел в свое время посчитал нужным написать это Ефесской церкви, то я ничуть не сомневаюсь в том, что эти слова имеют такое же значение и для каждого из нас. В послании к Колоссянам, тоже 4 глава, апостол Павел пишет такие слова. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому. Слово ваше да будет с благодатью». Если мы прочитали в Евангелии от Луки, что народ удивлялся словам благодати, которые исходили из уст Иисуса Христа, то вот здесь апостол Павел призывает сегодня каждого из нас, чтобы наше слово тоже было с благодатью. Это значит, что мы должны говорить больше о духовном, о полезном, о добром, о том, что назидает, о том, что проявляет любовь. И поэтому вот эти слова приправлены солью. Соль не только придает вкус, но соль в свою очередь предохраняет еще и от порчи тоже. Так и речь христианина должна не только действовать на других как благословение, но и предохранять общество от разложения. И поэтому сегодня вот эти слова, которые мы читаем здесь, дорогие братья и сестры, мы должны задуматься над этими словами и задать себе вопрос, а на самом деле вот исходит ли благодать из моих уст, как в свое время это исходило от Иисуса Христа, или же этого нету в моей жизни. Давайте мы вспомним 118-й псалом. Автор этого псалма пишет такие слова. «Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Презри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое». И вот
33 стих. «Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию». Вот эта просьба, вот эта молитва автора вот этого псалма, когда он обращается к Богу и говорит: «Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию». Я думаю, что каждый из нас должен задуматься над этими словами. И если автор вот этого псалма, он видел необходимость в том, чтобы просить Господа, чтобы Он благословил его, чтобы Он дал силу ему, чтобы Он утвердил его в Слове Своем. Дорогие братья и сестры, я думаю, что сегодня каждый из нас тоже нуждается, чтобы Бог утвердил нас в Слове Своем. И пусть Бог сегодня благословит всех нас, чтобы на самом деле вот эти слова, которые мы прочитали, чтобы они всегда были в нашем сердце, чтобы они всегда были в наших мыслях, чтобы мы могли постоянно думать об этом и не забывать, какое значение имеют слова для нас. Потому что от слов своих мы оправдаемся, и от слов своих мы можем получить и осуждение тоже. И пусть Бог благословит всех нас. Пусть Бог даст всем еще и еще мудрости, чтобы мы могли говорить слова с благодатью, как это делал наш Господь Иисус Христос. Слава Ему за все. Аминь.